ассалому алайкум тамошобинони азиз, ҳама каса сӯзен хубен. Рӯзи ҳамагитон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омаден ҳама каса ба канали мо конференсиямона бо сари баланд алҳамдулиллоҳ гузарондем. имрӯз боша ман навори конференсияро мемонам ва ай ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки фикру ақидаҳои худтона дар комментария бинависен ва лайкҳои худтона дариқ надорен, моро дастгирӣ кунен. пеш аз видеоро тамошо кардан миннатдории бепоёни хидма ба ҳар як он шахсе ки дар мотиватсионни конференсияи мо омадагӣ буданд мерасонам. ҳазор раҳмати аллоҳ, духтарои хушрӯкӣ, вақти қиматбаҳои худтона дариқ надошта ба конференсияи мо омадем. Мо аз шумо боварии калон дорем ки аз соли оянда и дуюмин конференсияи ма буд. дар сеюмин конференсияи ма ҳама консултантҳои мо дарагатсени директора шуда мебиёянд ва ҳама директорҳои мо партнёрои компания шуда мебиёянд. мо аз шумо боварии калон дорем. ҳамаи ин меҳнатҳо ҳамаш баҳри шумо буд. марҳамат барои ҳамаи тамошобино тамошои хубро таманно дорам. ҳатман чӣ хел гузашт конференсияи мо? фикри ақидаҳои худтона дар комментария бинависен. тамошобинони азиз, ногуфта намона ки бисёре аз шумо мегуфте ки Фаберлик ҳалола ё ҳаромай. Компанияи Фаберлик худаш як муллои калон ки дар ҳамин бора ҳақ дора ки гап зана. На ҳар кас ҳаққу ҳуқуқ дора ки хулосаи ягон ҷора бурора ки ҳаромай ё ҳалола. ҳама одаме мебурра ки дар ҳамун соҳа хондагия ва компания чунин одама ёфт. ҳамо одам бо забони русӣ гап задагия, барои ки компанияи мо российский компания ҳай. Бо диққат тамошо кунен, да ана ҳами мобайни конференсия ҳам да ҳами бора гап задагия. То охир бо диққат тамошо кунен. Дар бораи компания полностью бигем ки гап задагия аз аввал то охир. Приветствую всех моих подписчиков, которые не понимают таджикский язык. Алхамдулиллах, я прекрасно провела свою конференцию. Сегодня вложу часть видео из моего конференции. Забыла представить себя. Меня зовут Саида Раджабова. Я партнер компании Фаберлик. И в этом году это уже второй мой конференция. Я ежегодно провожу конференцию лично для моей команды. Структурная конференция, мотивационная конференция. И хочу поблагодарить каждую, который приходил на мою конференцию, поучаствовали. И на следующий год, девчонки, я вас жду с большими чеками на сцену. Всем хорошего просмотра.
مقصد همه شما رو خوش آمدید میگم و این جمعیت فبرلیگ نور دیده تاج سر. امروز شما شاهد چگونه پیشروی کردن لیدران کماندای ما میشوید. میدونید در چنین چاره‌بینی ها لیدرای نو تولد میشوند. السلام علیکم فبرلیگ تاجیکستان. قدم یکایک شما رو خوش آمدید میگویم و چاره‌بینی موتیواسیون فبرلیگ. امروز در چاره‌بینی ما حضور دارند زنی مهربان رفوست فبرلیگ تاجیکستان نجمیدین و محمود رحمت. خوش آمدید. Менеджер по работе в сетью Дадаматова Ксения Олеговна. По наставнике Азизу Мехрубонимо Саторова Манижа. По особенной гостьей мо Мехмуной Оли Кадр, бриллиантный директор компании Фаберлик Умарова Гулджахун. И Ападжани Нигора Шомаде Нури Дидачо Тоджиса Хазор Ахмати Сухани мой рад накадин Ападжан Минадоре. Ападжани Нигора در صدبت آفیس دارند. همه شما در آفیس اپای نیگورا обслуживать میکنید. بهترین زن هستند، زن مهربان هستند. در چاره‌بینی امروزه تبلیغات اپا و خواهران پیشرفته، تعریف‌های حقیقی از سپیکران ما، رقص‌های زیبای انسامبل بخورو، بین شما یک گالا پدرکه‌ها بازی کرده می‌شود. پدرکه اساسی این انگشترین بریلیانتی برای آن شخصانی که تا آخر جمعیت میمونند بازی در آخر چاره‌بینی کرده می‌شود. وزیر بسرمان پوست فبرلیگ تاجیکستان نجمیدین و محمود رحمت. Всем добрый день. Ассаламу алейкум, Таджикистан! Когда-нибудь я со сцены начну говорить на таджикском языке, поверьте. Я его знаю, просто он у меня самаркандский, и его немного не понимают все, да? Поэтому пока еще говорю на русском языке. Очень рада видеть вас всех, и зал просто блестит. Блестит вами не только вашим внешним видом, да, не только вашими красивыми, яркими платками, но и зал блестит вашими яркими глазами, потому что здесь собрались одни из самых мощных лидеров компании Фаберлик Таджикистан. Сегодня особенный день. Помните, мы в прошлом году примерно вот в этих же датах говорили о том, пусть это будет традицией в структуре Саиды, и пусть такие мероприятия проходят каждый год. Вы посмотрите, сейчас даже нет мест, куда бы посадить всех. Это очень круто и очень здорово. И пусть каждый год вас будет еще больше. Просто не ожидали, да, Саида Мухира, что не хватит мест и будет такое огромное количество людей. Вы огромные молодцы, потому что такие мероприятия, они очень важны для каждого из вас, потому что действительно, как сказала Саида, на таких мероприятиях рождаются новые и новые лидеры. Сегодня я хочу вам сказать, наверное, такие вот добрые и сокровенные слова. Я хочу сказать каждому из вас, поблагодарить каждого из вас и сказать вам спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы в самой лучшей компании, в компании Фаберлик. И сегодня я хочу, чтобы вы обратили внимание на экран. Возможно,
кто-то из вас уже посмотрел этот ролик, и нам было очень важно, чтобы компания, она нас всегда слышит, да, наше руководство в Москве слышит нас всегда, и для каждого из вас, сидящего здесь, был важен этот ролик, и сейчас я хочу, чтобы вы обратили внимание на экран. Шамиль, включайте. Спасибо. Ассаламу алейкум рахматуллаху баракатуху. Я очень рад сегодня участвовать в этой встрече. Хотелось бы представиться. Сарсенбаев Марат Тагибаевич, председатель Ассоциации халал-индустрии Казахстана. Являюсь основателем этой индустрии в нашей стране и в том числе также территории СНГ. Являюсь профессором теологии, всемирным экспертом-аудитором по стандартизации сертификации халяль, но по религиозной части шейхом. Конечно, основание этой индустрии, оно дало много интересного, но сегодня халяль-индустрия уже развивается, она становится на определенный уровень. Сегодня участники халяль-индустрии все становится больше, поэтому и сегодня интерес халяль-индустрии становится больше. Что такое халяль? Халяль — это дозволенное, разрешенное Всевышним Аллахом, это еда, это образ жизни, это все входит. Вообще халяль — это вообще образ жизни, так сказать. Поэтому дозволенное, по шариатским законам является халяль. Халяль сертификат, я так посмотрел, второй вопрос стоит. Это обычно сертификат выдается для того, чтобы он соответствовал по всем требованиям. Если пример привести, например, животного происхождения, например, пищу, эти животные должны забиваться по требованиям, по стандарту халяль. Хотя говядина сам по себе халяль, но если его не резать по стандартам халяль, он, конечно, не будет халялем в таком плане. Сертификаты обычно выдаются на год начинающей компании, и может до 3 лет выдаваться сертификат ежегодным инспекционным контролем. Но сегодня вопрос облегчается тем, что во всех заводах внутри работает внутренний халяль-комитет. И этот внутренний халяль-комитет, он контролирует работу, онлайн часто контактирует органам сертификации, например, нашей ассоциации, и мы всегда в курсе, какой, значит, дополнительный ассортимент появился, что-то новое, поставщик поменялся, или те сотрудники внутреннего халяль-комитета, если где-то поменяли место работы, тогда дополняется новыми физическими лицами. Все это подконтрольно регулируется и выдается, как говорится, на год или на 3 года сертификат. Отличается ли, значит, сертификация халяль в разных странах? Да. Вообще в общей идеологии сама халяль, он ничего не меняет, но есть стандарты, например, малазийские стандарты, это основное направление Юго-Восточной Азии, есть персидские страны, арабские страны, это стандарты ГСО, значит, в этом направлении есть свои особенности, как говорится. Поэтому, каждая страна, конечно, старается разрабатывать свои положения, документы и так далее. Поэтому, на сегодняшний день Фаберлик компания, он сертифицирован по стандартам Малайзии, МС стандарты, и особенно есть там раздел косметика и стандарты по Integrity Alliance. Эти два аккредитующих органа, они имеют, как говорится, свои требования именно по вопросам косметики. Вообще, сам по себе общая стандартная база, она одна, он состоит 5 основ. Первое — это Коран, второе — это, значит, сунна пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, третий — иджтихад факихов, четвертый — отдел фиха и той страны, где находится
это компания, которая сертифицируется, и закон той государства, которое относится, эта компания находится в этой территории. Поэтому, в принципе, в общем-то, похоже, но есть определенные особенности там в стандартах, например, Малайзии и стандартах GSO. В стандартах, например, Иран имеет свою особенность, он имеет свою систему ИКРИК, но он ИКРИК вообще аккредитован в системе Малайзии. Поэтому, в принципе, они взаимосвязаны. Поэтому нет проблем. Главный вопрос понимания. И вот, здесь просто вот в идею, любая компания выполняет ту идеологию, халяль, он его выполняет, работает, но его ориентированности на экспорт продукции, вот от этого будет зависеть особенности его подхода к стандартам. Процесс аудита он проходит ежегодно. Сертификат вообще раньше Фаберлик на год брал и потом продлевал, сейчас на 3 года ежегодным аудитом. И вот каждый год контролируем, и вот также внутренний халяль-комитет всегда нас ознакомливает всеми, если что-то новое, какой-то ингредиент, что-то, какие-то изменения, они обычно нам отправляют эту информацию, потом вместе пересматриваем, утверждаем и ведем эту работу. Поэтому контроль ежегодно по международным стандартам, так оно должно быть, и все проводится по международным стандартам, по части малайзийских стандартов, стандартов GSO. Вот этот аудит происходит. Значит, сертификация сам по себе, уже компания, когда готов продукцию, уже после процесса сертификации самой компании, он проводит мероприятия, вот, например, изначально процесс входного контроля закупа этой продукции, там должен быть специалист, обученный, член внутреннего халяль-комитета, и он начинает продукцию сразу, желательно, чтобы получать его сертификатами халяль, чтобы меньше было проблем, меньше каких-то этих. Но если в чем-то сомнения, какие-то вопросы, они обычно выходят в ассоциацию и согласовывают. Мы стараемся здесь помочь в каком плане, как о халяльности этой продукции и так далее. Компания желательно, конечно, всегда чаще не менять, так скажем, поставщиков, чтобы каждый раз какие-то проблемы не рождались. Но в компании Фаберлик тут в основном поставщики все давнешние, уже проверенные, и продукция халяль сертифицирована, разными международными положениями. Определенное время немного замена каких-то производителей происходили, но все эти вопросы постепенно отрегулировались, и они сегодня уже спокойно, без проблем в этом направлении работают. Но мы совместно ведем эту работу, внутренний халяль-комитет и наша ассоциация, и постоянно это вопрос следим, контролируем, и сегодня в этом плане вопросов особых нету. Концепция, конечно, все-таки переходом на стандарты халяль, она, конечно, начинает меняться. Поэтому, я думаю, что в компании Фаберлик сильные изменения в таком плане, наверное, все-таки не проходило, потому что все-таки это не мясоперерабатывающая компания, не молочная и так далее. Здесь косметические компании, они в основном пересмотрели все особенности, но у них даже очень интересно сегодня процесс всех ингредиентов халяль в складах, есть отдельные уголки, которые контакт не имеют, они в чем сомневаются, их относят не халяльные. Но это, конечно, очень приятно от того, что компания очень строго относится к всем ингредиентам, которые вдруг какое-то малейшее сомнение, если вызывает, они его относят в этот раздел не халяль. И поэтому халяльный раздел очень широко поставлена. Поэтому Фаберлик, компания
крупные, например, во всех регионах Казахстана, Средней Азии, никакой комиссии, никаких проверяющих эта компания не боится, потому что они в этом направлении очень трудолюбиво работают, контролируют, обучают специалистов. Вот сегодня опять вот более 20 человек собирается сдавать экзамен вот, по части халяль производства. Поэтому желаю компании удачи, процветания. И вот Фаберлик, я думаю, что его перспектива огромная. Услышали, возможно, кто-то из вас не услышал, да? Обсуждали бурно, я говорю, там какие-то насущные проблемы. Важную фразу сказал, да, человек, когда, именно говоря о нашей компании, крупная компания, которая не боится абсолютно ничего. Никаких проверок, качества продукции. И это одна из самых крупных компаний сейчас, да, в мире вообще и по всему постсоветскому Союзу, у которой есть сертификация халяль. И это наше огромное достижение. Также вы, я думаю, услышали фразу, что ежегодно в нашей компании обучаются специалисты, те, которые занимаются производством продукции, обучаются именно тому, чтобы производить продукцию халяль. И только сейчас, в этом году, 20 специалистов будут выпущены именно из компании. Это огромное достижение, согласитесь? И поэтому вы смело можете сказать, что вы находитесь именно в той компании, в нужной компании, в компании, которая заботится о своих консультантах и о своих потребителях. Сейчас, знаете, вот хочется перейти так плавненько к финансовой части. Сейчас, скажем, будем честными, да, деньги играют одну из важных ролей в нашей жизни, потому что нам нужно покупать продукты питания, нам нужно ухаживать за собой, нам нужно воспитывать и растить своих деток. И компания Faberlic – это одна из лучших, наверное, компаний, которая поощряет своих консультантов, своих лидеров, директоров, старших директоров и выше статуса. И знаете, у нас в компании Faberlic уже есть очень много миллионеров. И сейчас я хочу пригласить на эту сцену миллионеров структуры Саиды Раджабовой. Итак, встречаем самый главный миллионер структуры Юрия Гуру. Да-да-да, аплодисменты. Кто будет громче аплодировать, тот будет следующим миллионером. Шоева Рухшона. Смотрите, у нее даже платье миллионера. Итак, следующий миллионер Тохирова Шахноза. Где у нас Шахнозочка? Передадим, да, ей обязательно. Шарипова Зарина. Зарина у нас параллельная структура, но она тоже миллионер. Поздравляем, Зарина. Имя кто? Олимова Мансура.
Мо. Хамидова Зарина. Громче, громче аплодисменты. Хакимова Мамура. Вот она стояла возле сцены, ждала. Давлатова Зайнаб. Вот еще один наш миллионер. Аплодисменты. Абдулоева Саида. Игромова Парвина. Группа поддержки какая у Парвины. Давайте громче, громче. Саидова Гулдаста. Бурные аплодисменты. Наш следующий миллионер. Каруматова Шеринмов. Рахматуллоева Муянса. И самые крупные миллионеры структуры Раджабова Мохина. И самый-самый миллионер из миллионеров Саида Раджабова. Держите. Давайте сделаем одно общее фото с миллионерами. Мне прям хочется вот стать здесь рядом с вами, пообниматься с вами. Мы желаем, дорогие миллионеры, чтобы в следующем году мы вас пригласили на сцену как миллиардеров, а все, кто сидят в зале, все будущие миллионеры.